Я бы рассматривал этот проект как бы комплексно, как реставрацию некоего старого ансамбля, в центре которого стоит храм. То есть вот это нужно обязательно. Не об одном как бы храме речь. Здесь по всей как бы территории, там 50 метров как бы туда, 70 в ту сторону, находки будут. Они будут удивительные, их будет много. Я предполагаю, что будут сотни находок. Если все пройдет удачно, могут взять и подтвердить, что это по своей конструкции, по архитектуре, это базилика, которые перестали строить в Европе в VIII веке. И вот если мы найдем конструкции базилики, то тогда уверенно мы можем говорить, что это VIII или более ранний период. Это могут оказаться своды ниже лежащего этажа, о котором сейчас даже никто не знает. И рядом с храмом, это части храма, они тоже были перекрыты крышей. И под самим храмом может оказаться еще полноценный, пусть и низенький этаж. А это конструкция его сводов. Это одна из версий. Вторая версия – это склепы. Благодаря рисунку Энгельгарда 1811 года вот за этой стенкой изображена лестница. Понятно, она не могла брать и вести в небо, значит, она шла вниз. Куда вниз? Естественно, нам надо расчистить, поискать лестницу, на рисунке она есть. И, соответственно, не исключено, что как раз здесь мог быть вход вот в тот ниже лежащий этаж. Это, собственно, момент второй, который мы будем делать в ближайшие дни. Если с этой стороны храма мы видим две стены, с той стороны храма мы видим одну стену. Четное количество вот этих апсид в христианских храмах нет. Значит, их или 3, или 5, или 7. На сегодня мы видим 4. Раз, два. В самом храме 3, и с той стороны 1, но 4. Неправильная ситуация, да, это по канонам церковным исключено, да, или 3, или 5. И опять-таки нам в этом случае взял и помог и Энгельгард, и Миллер со своими рисунками, потому что на их рисунках с той стороны храма изображена еще одна стена, которой сейчас нет. Поэтому, естественно, мы ищем ту стену, чтобы сделать храм симметричным, потому что сейчас он асимметричный. Конечно, нас ожидают очень маленькие открытия, я думаю, постоянно и ежедневно. Да, буквально вчера ребята из земли отыскали вот такой кусок керамики. Значит, соответственно, мы отправили его фотографию историкам, которые определили, что вот это древние грузинские надписи. 8-12 век. Глядя с улицы, очевидно, что старые стены и совершенно новая конструкция крыши. Вот. Однозначно, в любом случае, она будет сделана при реставрации совершенно другой. Мы сделали запросы и по всем архивам Ингушетии, и в том числе обратились в Министерство культуры Чеченской Республики, на что получили официальный ответ, что фрагменты, подлинные фрагменты каменные с этой стены хранятся в музее Чеченской Республики. И, соответственно, здесь уже такое дело принципа, дело чести, дело истории, получить их оттуда, чтобы поставить на свое историческое место. И, слава богу, соседи их сберегли, и они остались. По предварительным договоренностям устным они обещали вернуть. Хотелось бы поблагодарить фонд «Сафмар» в лице Михаила Саварбековича Гуцериева, проводимые как раз работы сохранения наших башен, храмов. Как раз фонд «Сафмар» будет проводить вот эти все работы, которые необходимы, и археологические, и реставрационные.